Ну что, арена, давайте пошумим! Кто здесь за Дмитрия Армейца Климова? А кто за Дамира Исмагулова? Да начнется бой! Ну что ж, друзья, главное событие вечера. И у нас еще одна замена, но на комментаторской позиции. Мы приветствуем здесь Куата Хамидова. Кто-нибудь ущипните меня, потому что, тут такое напряжение, все болеют. Возвращение Дамира Исмагулова. Первый его поединок по правилам ММА после UFC. Сразу же на Алматы-арене. Алматы-арена – это его родина. Очень большое возвращение в клетку, новая аудитория. Поэтому очень мне интересно лично самому, как он себя будет чувствовать и все это, как это будет со стороны выглядеть. Куат, ну ты воспринимаешь этот поединок как битва поколений? Я воспринимаю это как против шоу-бизнеса. Шоу-бизнес, я имею в виду под слово поп-ММА. Так, пошел в борьбу армеец. Пока что защищается Дамир. Дамир сейчас очень правильно делает. Защищается. Широко расставляет ноги. Да, потому что с Дамиром стоять в стойке это очень опасно, потому что он перебил лучших ударников со всего мира. Вошел в топ-10-15, поэтому Климов очень делает правильно, но Дамир очень опытный спортсмен. Он опытный и очень грамотно себя защищает. Ну а ты хорошо знаешь Дамира. И расскажи, так, если отойти от предвзятости, в чем все-таки ключи Димы могут быть в этом поединке? Вот именно в борьбе попробуй себя найти. Мне кажется, в стойке у него однозначно нет шансов. Вот навязать Дамира, навязать борьбу, грязный бой, как говорят на нашем языке, вот здесь его единственный шанс, мне кажется, выиграть, забрать бой. Тем временем Дамир разворачивает армейца в сетке, сам уже его прижимает. Но здесь, конечно, опыт колоссальный Исмагулова. Видно, что Дамир поработал. Ну, мне кажется, Дамир знал, что с ним будет бороться, его будет прижимать, поэтому, как мы видим, он не пытается уйти от клинча, не пытается избежать этого момента, а принимает этот бой в любом месте, в любой момент. Да, теперь уже армеец разворачивает, интересно, пытается низко так подсесть в поисках тейкдауна, но довольно много сил сейчас тратит Климов. Ну, по-моему, почти свел там руки. С нашего ракурса пытаемся мы разглядеть, там стол как раз мешает. И что? Не было перевода, контроля не было в партере, встает Дамир. Продолжает. Климов, мне кажется, чуть подсел. Закислился как будто бы армеец. Да, как будто да. Вот теперь начинается игра Дамира. Ему нужно больше добиться, что он делает как раз. Хороший внутренний лоу от армейца. Очень круто. Хороший удар. Армей прижимает. Вот, знаете, самая сильная сторона Дамира — это его давление. То есть он постоянно каждую секунду прессингует, активно работает, поджимает. Но опять же, не будем забывать немаловажный фактор, как мне кажется, это все-таки акклиматизация, которую Климов... Климов, хороший тейкдаун от Дамира. Это удивительно. Многие недооценивают борьбу Дамира. На самом деле, я много лет тренировался с ним и в Таиланде проходили. У него очень классная борьба, на самом деле. Он просто не особо любит ее инициировать именно, потому что комфортно себя чувствует в стойке. Ну, когда он выступал на Западе, ему нужно было показывать именно бой в стойке, потому что на Западе больше любят удар. Безусловно, безусловно. Вот хороший контроль, спокойно работает. Диагональным находится Дамир. Очень крутой контроль, сайд-контроль. Дамир пытается, мне кажется, уйти на ручной треугольник. Так, поднимается армеец. Там, кстати, да, и армеец тоже попал неплохо. Так, уже еще одна попытка тейкдауна от Димы. Здесь перевод. Быстрое положение. Ну, мне кажется, осталось несколько секунд, поэтому дышит лучше.
Ну, сейчас посмотрим, как дальше поединок будет развиваться. Безусловно, не будем раньше времени ничего говорить про Диму, но визуально, да, по итогам первого раунда казалось именно так, что очень быстро армеец подзаписывался, позадышал. Климов не перестает идти в клинч, не перестает идти в борьбу. Как тоже отмечал, это действительно его шанс. Кстати, напоминаю, что на предстадионной конференции отмечали они, что спарринговали. То есть более-менее... Получается, соперники были знакомы, спарринговали, тренировались вместе, да? Да. Ну, это поддает этому бою еще больше интриги. О, хороший обмен. Но все мы знаем, что спарринговать это одно, а вот выйти потом на реальный поединок совсем другое. Да. Бой есть бой. Так, вот сводит руки. Тейкдауна, да. Климов, он сейчас должен вырывать. Очень тяжело, хорошо защищается Дамир. Как будто вот действительно Климову не хватает немножечко сил совершить этот рывок. Климов, он, насколько я знаю, не базовый борец, да? Нет, но очень неплохо прогрессирует в этом компоненте. Вот, я не знаю у кого, но мне кажется, из носа либо сечка идет кровь, я это заметил. Хорошие удары локтем, Климов прижимает. Очень грамотная работа от Дамира. Хорошие колени. Хорошка было легально. Мне кажется, сильный удар был. Дамир добивает. Хороший контроль. Климов пытается встать. Хорошие удары. Мне кажется, Дамиру лучше здесь отпустить и хороший перевод вниз. Вот примечательно, что Дамир не потратил на этот перевод силы. Он именно просто высек опорную ногу соперника и спокойно оказался сверху. Это вот говорит об опыте, когда ты не упираешься просто в соперника и не тратишь силы, а именно на его балансе работаешь. Да, согласен, опыт дает о себе знать, да. Дамир многое прошел, был чемпионом М1, поэтому тут я вынужден согласиться с вами. Хороший контроль, спокойно работа. Мне показалось, что на диафрагму сейчас будет выходить Дамир, но не произошло этого. Дамир только что попытался сделать болевой прием. Колено удары, под корпусом, хорошо. Вот решил Повторная попытка болевого приема. в борьбе показать себя Дамир Исмагулов. Пока не получается это прекрасно. Ну, Климов тоже должен отметить, что не паникует, спокойно. Да, у него тоже довольно много опыта в смешанных единоборствах, уже во многих ситуациях он бывал. Ну и плюс, конечно, характер у Димы всегда на высоте, это мы отмечаем. Да, без характера крепко делать нечего. Хороший удар от Дамира. Еще одна попытка болевого приема. Здесь, по идее, вот три варианта развития событий. Либо забивать, либо выходить на болевой на руку, либо искать распятие. Вот, по-моему, основные три момента, которые Дамир Исмагулов может попробовать реализовать. Ну, для дебютного боя, для Дамира выйти против бывшего чемпиона, это уже очень хороший бой, уверенно ведет, не паникует. Потому что я, если честно, я думал, что мне захотелось посмотреть на его реакцию. Потому что это новый дом. Для Климова это его дом. Мне кажется, когда ты попадаешь в новую организацию, все равно это на тебя давит. Потому что ты здесь новенький, тебе охота показать себя с хорошей стороны. То есть определенное обнуление происходит, да, в плане Это 100%. Новый мандраж, новая мотивация. Тебе приходится проходить этот путь заново с нуля. Климов встает, очень хороший подъем. Дамир, ой, хороший удар. И в руку тут готов, кажется, Хорошее колено было. Пропустил очень жесткий удар Климов, но остался Очень, стоять. да, пару хороших. Мне кажется, бой закончится в третьем раунде. Да, сил, конечно, очень мало осталось у армейца, это видно. Вяжет. Климов не сдается, все пытается перевести бой вниз. Мне кажется, рука глубоко зашла. Нет. Аня решил отпустить этот эпизод Дамир. И 10 секунд финальные. История повторяется. Каждый раз, когда остается 10 секунд, Климов забирает спину. Уже второй раз. Ну, значит, примечательно, что не выпускается. Да. Но Дамир
чувствует себя по-хозяйски, он понимает, что он дома, он должен показать себя, поэтому публика домашняя все равно влияет на него. Смотрим третий раунд. Небольшая заминка. Что-то с шортами. Поединок возобновлен. Ну, было хороший от Дамира Исмагулова и показывал, что был тычок в глаз. Попал, да, все-таки, да? Все, готов, кажется, Дамир к продолжению. Идем дальше. Возобновлен бой. Снова. По итогам третьего раунда. По ходу третьего раунда. Очень легок на ногах Дамир Исмагулов. Руки тоже летают. Хороший удар по корпусу. Снова борьба. Попытка армейца. Он как в бетонную стену упирается. Мне кажется, армейц весь лагерь работает над борьбой и все пытается перевести бой вниз. Хотя, я думаю, у него были хорошие моменты в стойке, он мог и... Да? Хороший тейкдаун. Пытается здесь позицию улучшить уже Климов. Но в целом вышло, учитывая, что теперь уже армеец поджимает сетку. Опять же, да, был бы от этого толк в плане переводов, потому что пока что как будто бы Климов. Да, больше силовые попытки перевести бой. Знаешь, вот, наверное, главная проблема Климова при попытках тейкдауна — отсутствие вариативности. Потому что мы видели, когда Дамир... Всего 2 минуты и всем хочется... Опа, вот это все, вот это. Хороший размер. Вот удар по корпусу. Мне кажется, Климов почувствовал. На характере Климов все равно продолжает стоять. Хорош, ударился головой. Накрывает сверху Дамир. Хорошая защита, тейкдаун сам переводит. Хорошая позиция для Дамира. Что, Куат, дойдет все-таки до решения? Я ожидал, что бой будет досрочно, но мне кажется, уже да. Мне кажется, это будет решение единогласно. Но шансы есть всегда. Как мы все знаем, в истории ММА было не такое, что за 5 секунд, за 10 секунд, даже было за 3 секунды, что вырывали победу. Поэтому бой продолжается, пока вас не разняли. Знаешь, мы сегодня уже как раз дважды вспоминали чемпионский поединок Андерсона Силвы и Чейла Сомна, когда Чейл Сомна вел бой к победе, и на последней минуте 5-го раунда Андерсон Силва победил. Да, золотая коллекция, золотой бой это был. 3 раза уже сегодня мы о нем попадал. Да, он больше стал, да. Он сейчас выглядит как настоящий универсал. Последние 10 секунд этого боя. Последние 10 секунд. В организации Hardcore MMA. Ну что, теперь у него наверняка будут еще и титульные амбиции. У нас сегодня появился новый чемпион в легком дивизионе, Тагир Хибиев. Я думаю, что это противостояние было бы очень интересно очень многим. Ну что ж, поздравляем Дамира Исмагулова с этой уверенной победой, с его возвращением в ММА. Напоминаю, что это был его первый поединок после ухода из UFC. Ну а Дмитрию Армейцу Климову желаем здоровья и, опять же, респект за этот поединок. Он хотел громкий бой, и этот громкий бой состоялся. И Дима в нем выглядел хорошо, учитывая, какая разница именно в опыте выступлений. Пройти весь полный трехраундовый бой против такого соперника, это дорогого стоит. Он не зря являлся бывшим чемпионом Hardcore MMA. Что ж, а мы слушаем объявление победителя, и после этого будем переходить уже к мейн-эвенту. Напоминаем, что там у нас будет просто невероятнейшее противостояние. Судейская бригада единогласно отдает победу в красный угол Дамир Исмагулов!